детстве я прям вот хотел стать моряком. Мальчика же или моряк, или летчик там, ну, космонавтов еще тогда не было. Вот я, значит, хотел военный вуз, значит, так мечтал прямо. И где-то вот в 9 классе мы прошли медкомиссию, и меня как бы забраковали. Мама у нас, она колхозница, но она была из такой очень состоятельной семьи. Тоже вот как-то вот она себя по-особому держала всегда, вот так вот переодевалась постоянно, в общем-то. И отца каким-то образом к отцу она всегда критически относилась. То есть считала, что вот отец из такой, будто бы не из богатой семьи. Хотя потом оказалось, что, в общем-то, отец тоже такой из нормальной семьи. Она вышла замуж за брата отца. Тот передовой был, значит, коммунист, там, шахтер, бригадир, председатель колхоза. Брат отца Мубарак Ян, он служил вот этой башкирской дивизии, он погиб в 1944 году, то есть он вот немцами воевал, а отец с японцами. Вот он, когда уже служил, написал письмо своему брату, моему отцу, что если его убьют, он должен вернуться в родной дом, и воспитывал его сына, не оставил их. И поэтому отец вернулся. Но, видимо, у него осталось какое-то вот чувство, он не смог выбрать сам, да. И у матери тоже было, вот мать всю жизнь ждала вот этого своего мужа, как бы. Хотя они братья, значит, Мубарак Ян, а отца зовут Миневали. Бала шақта зәңгәр күккә қарап, бармы синең уйға батқаның? Зәңгәр күктән аққан болытларны қарап, бармы синең қарап ятқаның? Ә минем бар, әллә нишләп шулай ғашиқ идем болыт бабайға. Аппақ сақалына ябышам да, китә идем әллә кайларга, барып җитә идем ойларга. Говорить об этом человеке, да, Рафаэль Валерьевич, и сложно, и просто. Вот, потому что сложно в связи с тем, что он очень непростой человек. Он интересный, это многогранный. Он человек вот искренний, открытый. У него нет чего-то внутри, каких-то вещей, которые бы, скажем, могли наслаиваться на те отношения, которые выстраиваются. Он человек системы, а любая система, судебная система в частности, да, она держится на определенных базисных установках. Это фундамент, это те патриоты, фанаты своего дела, которые преданы этому делу. И вот Рафаэль Валерьевич один именно из таких. Я уже не хочу лишние вот такие вот особые секреты открывать, допустим. Тогда еще были наказания, высшие меры наказания, расстрелы, приговоры, и разные дела мы рассматривали. Я особо не хочу этих дел коснуться. Но, в общем, очень сложно эти дела рассматривать. Вот он вначале поработал в уголовной коллегии, потом уже настал момент, когда необходимость была, значит, перевели его в гражданскую. Ну, что тут вспомнить можно было? Когда он начал работать, я где-то с год поработал, мне пришлось проверить качество составления им вот наших процессуальных документов. Я обнаружил такие ошибки, как иногда стиль изложения, там, нечеткость, там. Мало кто ведь критику любит, обычно обижается. А он не только не обиделся, он как следует принял это к сведению, значит, стал работать над собой. И буквально через какое-то время я увидел, что он такие великолепные документы стал писать. Башкирия, все нефтяники. После окончания школы, в 10 классе, мы с другом решили идти в юрфак, юридический институт Свердловский. Мы готовимся полностью вот так вот. И вдруг получаем дней за 15, что ли, что там надо 2 года стажа. То есть стаж нужен был тогда. И куда пойти? Вот другом поехали в Уфу и поступили в нефтяной. 2 фактора у меня запомнилось очень хорошо. Вот это. Там первый раз пришел в секцию, мы занимались серьезно спортом, лыжным спортом, лыжники мы, конечно. Занимался так упорно, стремительно, так настойчиво. И второй вот, он читал, бесконечно читал, конечно. Вот результаты сегодняшней работы, это вот результаты его труда такого, энергичного. Так он держался вот на этом уровне и вот добился, стал большим человеком.
вспоминаю с большой теплотой, как я на заводе работал. Сложно было первый год в Уфе, вот как я техникум, общежития нет. Вот тоже вот у нас ребята из Казани, вот из Башкирии ребята. Они рассказывают, или я рассказываю, всех одинаково, вот то же самое. Общежития нет, прописки нет, деньги переслать нельзя по почте из дома, потому что куда прислать? Домой ехать нельзя. В общем, первые годы было очень сложно. А потом, конечно, я тоже спортсмен, я работаю там, талоны, там, общежитие, там уже нет вопросов. А вот когда я уже в Казань уже приехал, поступил, легко преодолел эти вещи, захожу к декану, декан, мне говорят, типа, общежития нет. Я говорю, как общежития нет? Он меня выгнал, но общежитие дали мне. А второй курс уже мы там, ребята, мы же после армии, мы сколотили такую бригаду, и каждое лето мы ездили на шабашку, зарабатывали хорошие по тем временам деньги. И вот наши ребята там через год, через два уже машины покупали. То есть вот такие вот деньги. Но я ничего не покупал, поскольку я знал, еще учиться надо. Он служил в советской армии в Германии. Он всегда вот, где бывает, он как бы историю любит и всегда возвращается к тем местам, где он был. Он мне говорит, пойдем, Марсель, давай посмотрим, где я служил. Он все время вот, он поехали туда, посмотрели там, где служил, там все, вот это место в ГДР тогда, ну, где стояла часть, там казармы, они как бы, там дверей, окон нету, но вот казармы стоят там до сих пор, там лес, все заросло, и там были вот плафоны там какие-то вот у них, где-то сохранилось. Он как-то что-то вот так на память надо снять, он залез и снял вот этот плафончик. Я говорю, Рафаэль Валерьевич, нехорошо ведь, ну, говорит, это память, ну, это же наша, как бы, советская, не принадлежит немцам. Вот тот плафон, который мы привезли из казарма города Майсон, из войсковой части 58-505. Первые 10 лет я рассматривал дела, уголовные дела. Но уголовные дела, они с моральной точки зрения очень сложно рассматривать, там наказание, там, допустим, косвенные доказательства, улики, но все-таки вот для общей профессии, ближе человеку, вот это вот по своей натуре человека, это гражданские дела. То есть гражданские дела разрешают и внесудебные органы, да, товарищеские суды, там, медиация и суды. То есть вот рассматривая гражданские дела, ты уже и ближе к народу, ты от них не отделяешься, и ты ближе к жизни, и разрешаешь самые и сложные, простые жизненные вопросы. То есть ты как бы не отгорожен от народа, вот, своей профессии. И вот через 10 лет меня перевели в гражданскую коллегию, и вот с тех пор уже вот 32 года я где-то вот работаю уже, рассматриваю гражданские дела. Закон возлагает на судей обязанность принять решение, исходя из собственной убежденности в его правильности, то, наверное, говорить о том, что закрыв дверь или там, перелистнув страницу гражданского дела, судья отбрасывает и оставляет в стороне какие-то последствия, наверное, это неправильно. Задача примирения сторон, независимо от характера конфликта, она является одной из основных задач любого судьи, принимающего исковое заявление. Первое, с чем он сталкивается при подготовке дела, это задача примирить сторону. Раньше дела рассматривали в районных судах, постоянно командировки, приезжаешь из Бавлов, поменял одежду, чемодан и в Агрос. Вообще удивительный человек. Вот, часто вообще вот вы можете встретить в наше время человека, который может вот так между словом, совершенно в обычной беседе процитировать наизусть что-нибудь из творчества Маяковского или Габдуллу Тукая на родном языке. И что уж совсем немыслимо, это Гёте, Гейне на языке оригинала. Знаете, это судья, это высокий профессионал, имеющий громадный опыт и авторитет, и при этом это такой, ну, просто уникально интересный человек, совершенно в любой сфере, имеющий какие-то невероятные, яркие, удивительные, глубокие знания. Было такое дело, значит, мы года 2 тому назад поехали в Париж, и как раз я тут вспомнил Маяковского, «Стихи прощания» называется. Экскурсовод, или я, значит, можно
микрофон. Значит, она дает мне микрофон, значит, я читаю стихи моих Москва. В авто, последний франк разменяв, которым сейчас на Марсель, Париж бежит, провожая меня во всей своей немыслимой красе. Подступая глазам разлуки жижа, сердце мне сентиментальностью расклась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли, Москва. А я когда-то в свое время учил вот эти стихи на немецком языке. Ich möchte in Paris leben und sterben, gäb's nicht auf Erden Moskau. Dich. Вот это вот помню, а дальше не особо. Одна поэтесса, любила говорить, нажимать на свой дар недооцененный. И Рафаэль Валерьевич ей говорит, я тоже написал стихи, правда на русском. И зачитал «Свеча горела». Ну-ка, зачитай эти свои стихи. Ну-ка, действительно, вот такой был прикол. Ну, Нет, я не помню сразу. помнишь, давай. В другой раз. Короче, он зачитал, Пастернака зачитал, а она говорит, а что, неплохие стихи? А вот в нашем возрасте уже надо стихи читать надо, уметь надо. А у нас на работе Геннадий Михайлович Баранов, я рассказывал, вот он постоянно нам читал стихи Есенина. Есенина мы все знаем, на зубок. Стихи Николая Заболоцкого сразу вспомнили. Можно? Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Коль дать есть вздумаешь поблажку, освобождая от работы, она последнюю рубашку тебя безжалостно сорвет. А ты хватай ее до плеч, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи, училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вот я бы сказал, что у Рафаэля Валерьевича есть такая душа. Она ему позволила ему вот так поработать, и достичь таких высот. Хорошо. Поймали, а? Поймали нас любимыми женщинами. Вот бывает стрессовая ситуация. Судья должен вести себя, беспристрастно, с каменным лицом, он не должен показывать свое раздражение, недовольство. По делу, когда рассматриваешь, он говорит, есть некоторые моменты, как вот снять с себя как бы раздражительность. Вы знаете? Да. Надо вот широко раскрыть рот, очень широко раскрыть рот, но во время процесса это не сделаешь, иногда говорит, можно вот так закрыть и широко раскрыть рот. И как бы у тебя раздражительность исчезнет. Уменьшится, ты будешь добрее. Мы же не очень хотим позаниматься. Мы стесняемся. Едем на 5-м трамвае до парка Горького, а мы тогда жили в общежитии «Красная позиция». И как раз вот трамвай, значит, покупаем билет, я смотрю, счастливый билет, а тут девушка стоит, высокая, городская, красивая, молоденькая еще, она, по-моему, давно училась в училище. Это как 9 или 10 класс фактически, да? Я им говорю, девушка, вам не нужен счастливый билет? Она говорит, нет, в общем, вот тогда разговорились и вот так познакомились. Счастливый билет, это было в трамвае, подарил мне свой билет. И мы встречались 5 лет, после этого поженились, и 2 года назад мы отметили 40 лет совместной супружеской жизни. Я счастливый человек, поскольку у меня родились и мы воспитали прекрасных 2 детей, дочь Дания и сын Камиль. Они с женой живут сейчас в Москве, с Алиной, занимаются электронной музыкой, называется такая компьютерная музыка в современном направлении. Вот буквально 2 часа назад, половина 2, прилетели они из Америки. Там выступали в 3 больших городах: Сан-Франциско, Сан-Диего и Лос-Анджелес. Вот, буквально за полгода они объездили всю Европу.
У меня была любимая работа. Вот этот дом мы построили, в котором живем почти уже 13 лет. Много деревьев посадил Рафаэль Валерьевич. Вот как все говорится, да, вот что такое счастье. Вот так у нас и происходит. Сейчас у меня 3 прекрасных внуков, внучек. Старшей внучке Ринаточке уже скоро будет 15 лет. Средней Ясмине 4,5 года. И самой младшей Мадиночке год и 5 месяцев сегодня исполняется. Дом, наверное, лет 6-8 строили. Вообще я думал, так думаю, достроить не удастся, продам, хоть деньги будут. Но потом как-то вот получилось, продали все, что можно было. Взяли кредит, свою квартиру, тещину, там еще гаражи были. Много своими руками, конечно, многое. Многое там внутри, здесь, вот беседку, там эти вещи. Но где уже вот требуется профессиональная работа, конечно, туда уж не полезешь, потому что это бесполезно. А так, в основном, своими руками. Он ведь не знал, когда мы встретились, кто я. Потом, когда узнал, что я дочь Гульшадзе нашего, и он очень обрадовался. Мама его с распростертыми объятиями приняла. Я вот очень благодарна мужу, что он занимается творчеством моей мамы. Он каждый год ездит на родину, туда, в Мензелинск, и в деревню Такерман, где она воспитывалась. Проводит там фестивали, концерты. Он выпустил великолепное совершенно издание, 2-томник. Мама моя всю жизнь мечтала про 2-томник. И вот эта мечта осуществилась в 90 лет. Я вот в советское время собирал маленькие книги. Ну, такие книги выпускал пермские книжные издательства, уфимские и наши, татарские. Но вот в последнее время, где-то 5-6 лет, стали выпускать вот такие вот книги. Еженедельно покупаешь ее в этом киосках, в общем-то, договариваешься, покупаешь. Вот я собрал их, и потом вот эти заказал эти шкафчики, тоже в этом же издательстве, так сказать. Но тут есть многотомники, типа вот, это «Мастер и Маргарита» вот в 3 томах. Очень удобно читать. Берешь линзу большую, сидишь, и Толстой тоже, по-моему, несколько томов. Фотографии родителей. Это вот отец. И мама. И вот отец после армии. Это сейчас же фронтовики, у них десятки орденов, медалей. Вот они обычно возвращались. 1 или 2 медали вот у него, значит, за отвагу и за победу над Японией. Ну тут статья о Шакирьянове. Называется «Татарский язык никогда не исчезнет». Рафаэль Валерьевич белән безнең еш кына шушындый чараларда очрашкан булды. Һәм очрашып торабыз. Соңгы вакытларда гына менә Минзәлә районында без аның белән матур гына итеп Гөлшат Зайнашеваның 90 еллык искә алу кичәсендә булып кайттык. Безнең Тукай клубында нинди генә чаралар булса да, ул һәр вакытта да монда безнең кадерле кунагыбыз, без аны каршы алабыз һәм ул үзе дә шулай. Һәр вакытта да шат йөзле, кеше күңеленә керә белә торган, кешенең кайгысында, шатлыгында уртаклаша белә торган безнең иң якын дусларыбызның берсе. Вот тут написано «Татышлинский рай». Тут автор Томас Нигмазянов, наш друг, общий знакомый земляк есть. Автор идеи и руководитель проекта «Татышлинский рай» Рафаэль Шакирьянов. 1000 страниц. Все страницы цветные, 4-красочные. История всего вашего Татышинского района, каждого села и всех выдающихся личностей. Ну вот, а вот это из какой потребности? Это зачем это тебе надо было, чтобы еще и деньги собрать на издание этой книги? 1000 страниц, все страницы, я такой другой книги не знаю, Кровец. Вот Апастовский район, Ахтанышский район нашего друга этот фанус выпустил. Это Татарстанский район. Это Татарстанский район. Вот потом, я думаю, надо бы и на нашем районе. У нас и научных проектов было много, достаточно интересных, и дружба завязалась. И он диссертацию защитил в Саратове. Очень хорошо, блестяще, да, с тех пор он влился в нашу такую научную семью. То есть даже сейчас тяжелее сказать, кто он, судья или ученый. Для нас он ученый, он друг, который на самом деле всегда рядом, который очень хорошо пишет, выступает. Вот, это очень важная его, так сказать, черта,
он находит время именно на науку, хотя занимается на самом деле очень серьезными практическими вещами. Человек неравнодушный к тому, что происходит внутри системы, и пытающийся оказывать воздействие на это, вот это его активная жизненная позиция в судейской системе, не просто в гражданском обществе, а в судейской системе, она импонирует, мне очень импонирует. Вот. Я говорю, такие люди у нас, конечно, в системе, это редкость. Всегда при разрешении конкретных дел, конкретных споров он смотрит на стороны и понимает, что иногда для них это уже механизм, в который они вошли когда-то давно, но выйти из него они не могут в силу того, что уже как по инерции туда втянуты их интересы, их переживания, вопросы, какие-то расходы уже были понесены там на протяжении длительного времени, поэтому для того, чтобы найти мудрость и остановить этот спор, иногда действительно надо посмотреть это на него совершенно другой стороны. То есть задать какой-то вопрос, который носит отвлеченный характер. Действительно, он может постараться уйти чуть-чуть в сторону, привести какие-то примеры, сопоставив, например, вот достаточно интересные сравнительные моменты, когда, особенно земельные споры, в которых он последние несколько десятилетий является гуру и высочайшим профессионалом, достаточно часто он сравнивает площадь, например, участка, да, и как бы говорит, вот вы спорите об участке, например, там, как, например, 3 вот этих стола, например, да, и очень часто люди задумываются. То есть вот перенесение для некоторых можно же сопоставить с какими-то категориями, например, там, как 5 родной земли, например, да, то есть, соответственно, не шагу назад, да, то есть это могут быть категории каких-то таких военных каких-то, да, может быть, направлений, а можно пойти по-другому, да, сравнить это с какой-то с бытовой ситуацией и получить результат о том, что выигрыш или не выигрыш в этом споре, он не даст эффекта такого, который хотелось бы. Он дом смог построить, а построить дом — это не как в этой присказке, там, сына вырастить, дерево посадить и дом построить, а он реально сам его строил, и когда он его построил, он всю нашу коллегию пригласил к себе домой, на новоселье показали, вот что он смог. А это показатель, что человек не только может головой работать, прошу прощения, речью, языком, но и руки у него соответствующим образом. Немножко горячий. Ну, можно пить, да? Хорошо. Бабаю 70 лет, о любви. Хочется о любви говорить много, но у нас отношения, хорошие отношения, поскольку она вышла замуж по любви, я тоже, значит, таким же образом. Я маленький эпизод только расскажу. Ну, когда тяжело отбывает, допустим, да,